Чтобы грызть гранит науки, для них достаточно просто желания учиться, что учащиеся доказывают своими успехами. Поэтому стать одними из лучших и войти в топ-500 лучших школ страны стало возможным. Обычная школа с необыкновенными детьми. Но именно от педагогического состава зависит успех в образовании детей. В лучшей школе и учителя лучшие. Председатель экспертной комиссии по биологии, преподаватель со стажем Милана Арчакова в прошлом году заняла 2-е место на региональном этапе конкурса «Учитель года». Все это благодаря ее любимым воспитанникам и желанию день за днем учить и учиться. Этот конкурс мне дал очень много нового, и это был большой опыт работы, потому что я знакомилась и с опытом работы других учителей. Это было очень интересно, хотя это было очень сложно. Тем не менее, я рада, что я участвовала в этом конкурсе, и 2-е место, считаю, для меня очень почетное. 1-е место получил Беков Назир, который по праву заслуживал это место. А в своей работе я могу сказать, что именно любовь к детям и дает то, что я с радостью иду на каждый урок к своим детям. И они встречают меня с радостью, я чувствую каждый раз от всех детей, что они меня любят. И это, наверное, дорогого стоит. Вы не пожалели, что вы? Нет, не пожалела ни один день, что я выбрала именно учительскую работу в противовес работе в медицине. Все-таки это мне оказалось ближе. Даже если я даю 6 уроков подряд, не бывает так, чтобы я устала от детей. Наоборот, они мне силы дают. Шестиклассники еще с начала учебного года готовятся к предстоящим испытаниям. ВПР по биологии школьники напишут уже скоро. Чтобы соответствовать новому статусу, им придется приложить еще больше усилий. Впрочем, какие усилия прилагали, как обучали и чему научили, узнать несложно. Исраил, тебе нравится биология? Да. А почему она тебе нравится? Ну, я изучаю окружающий мир, все, что находится вокруг меня. Меня это очень завораживает и интересует. А что такое амеба, Исраил? Это простейший организм. В будущем хочу поступить на медицинский, и мы, в общем, должны все это знать. Скажи, какие виды необычных цветков и растений ты знаешь? Примерно мухоловка. На этом цветке находятся разные нитки. И если их зацепить, она сжимается, и через 2 недели она опять отпускается. Ученики не раз выигрывали всероссийские олимпиады, занимали призовые места в спортивных состязаниях. Неудивительно, что школа попала в топ-500 лучших школ России. 457 учащихся и более 40 преподавателей. За последние 3 года в этой школе ни один выпускник 9 и 11 классов не остался без аттестата. ВПР, ОГЭ и ЕГЭ всегда остаются в приоритете. Помимо прочего, здесь также ведут дополнительные занятия в творческих кружках и спортивных секциях. К примеру, эта мастерская настоящая кузница преображения старых школьных парт в новые. Измерить, подогнать, отрезать и закрутить – совсем непростая арифметика. процесс рубки делаем, понадеваем, янеш хаю ахр, хая шутя как бы это физе, есть фанер, и фанера, то есть с бревна делаем, да, через станок пропускать, и получает вот этот слой делаем, его склеивать, те же фанер хахул, и вот после этого делаем, с фанер хая шутя раскрыть детский. А здесь можно найти золотую нить, так называют кружок декоративно-прикладного искусства. Занимаются 2 возрастные группы – вышивка, вязание, плетение бумажных цветков, словом, до профессиональных мастериц учиться недолго. Ну, уже год мы как занимаемся. С маленькими детьми более сложнее заниматься, взрослые более лучше осваивают. Тебе нравится это занятие? Да. Творческая закалка и желание трудиться. На 1-м этаже еще 3 кружка – шахматный, театральный и ИЗО. Наставники самые опытные, заслуженные художники и артисты. Хорошо, поставьте себя на мое место. Дать согласие поместить робота в класс среди живых детей. А вдруг у него что-либо замкнет? Он покалечит кого или дети что-нибудь у него отломают? Да и учителя не согласятся работать в таких условиях. 5 золотых медалистов. В прошлом году школа особенно отличилась. Все это результат долгих и кропотливых усилий, чтобы под конец года ни один воспитанник при сдаче экзаменов не остался без аттестата. Ежедневная работа на каждом уроке учителей, которые ответственно относятся к своей деятельности, дополнительные занятия, которые они проводят после уроков. Ну и, конечно же, занятия по интересам учащихся.
все это в совокупности и приводит к хорошему результату. Процент поступления в высшие учебные заведения тоже очень высокий. Ни один выпускник прошлых лет не остался у нас без поступления. Они заняли свою нишу в профессиональном образовании, в высшем образовании. Так работаем. 500 лучших школ России. Этот рейтинг, по сути, исследования, где в России дают самое лучшее школьное образование. И за последние 30 с лишним лет это далеко не все достижения школы. Одно из последних – конкурс «Страна талантов». В 2012-м победа в конкурсе инновационных учреждений, где школа получила 1 миллион рублей. Храм знаний также занесен в национальный реестр, как одно из ведущих образовательных учреждений России. Учителя высшей категории елыш притвы, а первой категории елыш цамаркевац. Заслуженный учитель Республики Ингушетия ВИВ, почетный работник у нас в РИТВы и победитель конкурса лучших учителей в рамках проекта образования. Достижения школьников и преподавателей говорят сами за себя. Многочисленные победы на различных олимпиадах и конкурсах, высокие результаты образовательной деятельности и успехи выпускников только возвышают статус школы. В 2017 году впервые заговорить о нашей республике в контексте этой темы заставила Карабулакская третья школа. Зелимхан Калоев, Идрис Эжиев, Асхаб Белакиев. Новости 24.